Президент Казахстана декриминализировал статью о клевете, отменил смертную казнь и определил, как в дальнейшем будут проходить митинги. Но надо понимать, что митинги – это не только право, но и ответственность. Дочь Чингиза Айтматова, оппозиционер Ширин Айтматова, сообщила о неожиданном аресте ее мужа сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. Соцсети говорят о беспрецедентном давлении властей после нашумевшего антикоррупционного расследования. Нашего папу задержали в аэропорту Алматы. Может, и похитили. Никто ничего не говорит. Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist. Тем временем узбекистанцы в числе лидеров по участию в лотерее на американскую грин-карту. Не обходится и без мошенничества. В прошлом году заявку для участия в розыгрыше оформили более 2 миллионов узбекистанцев. Это каждый 16-й житель страны и новый рекорд для самой густонаселенной страны Центральной Азии. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Отменить смертную казнь в Казахстане и упростить наказание за клевету. Такое указание дал Касым-Жомарт Токаев на прошедшем Надсовете общественного доверия. Шалпан Разбекова продолжит. Часовое выступление Касым-Жомарта Токаева было посвящено самым болезненным темам в стране. Вопросам повышения качества жизни казахстанцев, льготам для малообеспеченных семей и их детей, теме политической реформы и экономического роста в стране. Но восторг у большинства вызвало решение Токаева декриминализировать статью о клевете. Этот вопрос не раз поднимался журналистами и правозащитниками. По итогам анализа всех позиций и нюансов данного вопроса мною принято решение декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса и перевести ее в административный кодекс. При этом нужно сохранить высокую меру ответственности, чтобы гарантировать права других граждан и защитить их от клеветнических измышлений и нападок. Это говорит о том, что уголовного срока за клевету больше не будет. Административный кодекс предполагает штраф, принудительные работы, либо арест на несколько суток. Правозащитница Бахытжан Туригожина говорит, что радоваться рано, пока неизвестны даже размеры штрафов, которые могут быть прописаны в новой статье закона. Мы не видим, как эта норма будет звучать в административном кодексе. Я считаю, что, как всегда, к сожалению, наши инициаторы законов хотят, чтобы были волки сыты и овцы целые. То есть, получается, выдают полубеременные, полумеры, которые не решают проблему. Я думаю, что, увидев конечный вариант этой статьи, мы будем еще сильно-сильно удивлены. И еще одно поручение, которое весь день на устах казахстанцев, это уведомительный характер митингов. Президент сказал, что уже разработан проект закона о мирных митингах. В нем будут четко определены все формы мирных собраний, установлена компетенция маслихатов по определению специализированных мест, а также такие понятия, как статус организатора, а также участника и наблюдателя, их права и обязанности. Это неизбежность, и лучше к ней прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно. Но надо понимать, что митинги – это не только право, но и ответственность. А завершил Токаев свое выступление отменой смертной казни и поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко второму факультативному протоколу и Международному пакту о гражданских и политических правах. Этот документ не допускает применения высшей меры наказания. Выступления, предложения и поручения президента звучали очень тезисно, поэтому многие эксперты в своих комментариях были сдержаны. Говорят, что все будет ясно после подписания новых законов. Вдова казахстанского дипломата Еламана Жолдасова просит президента Казахстана взять на контроль расследование смерти мужа и обеспечить беспристрастное разбирательство. Айнура Молдобаева накануне записала видеообращение, в котором подвергла сомнению основную версию гибели ее мужа – самоубийство. По ее словам, ее супруг был верующим мусульманином, соблюдавшим все законы ислама и строил планы на будущее. Молдобаева утверждает, что когда обнаружила тело мужа в подъезде, то там отчетливо были видны следы борьбы. По словам женщины, их жилой комплекс состоит из многочисленных многоэтажных домов, и территория должным образом не охраняется. 13 декабря утром я нашла мужа мертвым в лежачем положении в подъезде около нашей квартиры. Около головы было много крови, на шее веревка, привязанная к перилам. Брюки были в пыли с задней и нижней стороны. В подъезде следы борьбы, как кровь на стене, следы ботинок, что исключают версию самоубийства. Молдобаева также заявляет, что рассматриваемая версия самоубийства политически мотивирована.
Местный журналист забрал его вечером накануне дня смерти, якобы на встречу с арабскими инвесторами, после чего он уже не приехал домой. Сейчас тело находится на медэкспертизе в арабско-египетской прокуратуре. Египет, возможно, боится версии убийства из-за политической огласки. О гибели сотрудника посольства Казахстана в Египте Еламана Жолдасова стало известно 17 декабря. Первоначально МИД Казахстана не желал озвучивать какую-либо версию трагедии. Позднее министр Мухтар Тлеуберди опроверг версию убийства. Тем не менее, казахстанские дипломаты все же проведут дополнительные экспертизы. В Алматы задержали супруга дочери Чингиза Айтматова Ширин Сыргака Кинджибаева. Об этом рассказала сама гражданская активистка, которая в последнее время активно занимается антикоррупционными расследованиями. В ГКМБ подтвердили эту информацию. Мужа Айтматова обвиняют в мошенничестве. Подробнее Эджибек Бигалиева. Дочь знаменитого кыргызского писателя Ширин Айтматова в политику пришла после госпереворота в 2010 году. Она была депутатом одной из партий в парламенте, прославилась тем, что слишком откровенно писала о внутрипартийных делах и не участвовала в политических тусовках. За это ее открыто называли «белой вороной», а на следующих выборах в списке партии ее уже не было. И вот после 4 лет молчания Айтматова создала антикоррупционное движение «Умют-2020». И вместе с теми, кто согласился помочь, начала снимать разоблачающие видеоролики про коррупционеров. Ее же команда разработала самый популярный в стране логотип. Изображение бывшего замглавы таможни Раима Матраимова, которого многие считают символом коррупции. Все это время Ширин писала, что ей и ее семье угрожает. Вот какое сообщение она написала в своем твиттере вчера ночью. Нашего папу задержали в аэропорту Алматы. Может, и похитили. Никто ничего не говорит. До самого утра никакой информации о муже Айтматовой не было. И только примерно в 9 часов утра пресс-центр Госкомитета безопасности сообщил, что Сыргак Кинджибаев был задержан по факту мошенничества. В пресс-релизе поясняется, что в ГКНБ не знали, что Сыргак Кинджибаев муж Ширин Айтматовой. Как это могло быть и почему делом о мошенничестве занимаются спецслужбы, а не, например, Финпол или МВД? И как ГКНБ организовали задержание на территории Казахстана? На некоторые вопросы ответил адвокат потерпевшего. Мы сочли, что это большое дело, резонансное, и плюс мой подзащитный говорил о том, что Сыргак Кинджибаев постоянно угрожал ему с сотрудниками МВД, своими связями в МВД и друзьями в МВД. Даже представлял некоторых знакомых, говорил, что его депортируют, выдворят с Кыргызской республики. Заявление на мужа Ширин Айтматовой написал бизнесмен из Китая Мутайлиф и Маймайтяминг. По словам его защитницы, это очень серьезный инвестор. В Бишкек он якобы приехал для участия в государственном тендере. Здесь и познакомился с супругом Айтматовой. Я познакомился с Сыргаком Кинджибаевым через моего друга Оскара. Он обманом забрал у меня $350 тысяч и паспорт. Паспорт потом он вернул, а деньги не вернул. По этой причине я обратился в Госкомитет безопасности. Все это случилось еще год назад. На вопрос, почему бизнесмен обратился в ГКНБ только сейчас, когда Ширин Айтматова активно занимается антикоррупционными расследованиями, адвокат ответил очень неожиданно. Кто-то из вас сейчас сказал про Ширин Айтматову. Извините, но это для меня новость. Я сама в замешательстве. И, если можно, хотела прервать нашу пресс-конференцию. А почему хотите прервать пресс-конференцию? Ну, по ряду личных соображений. А с чем они связаны, если не секрет? Я лично знаю Ширину Айтматову и не хотела бы... Будет ли юрист дальше работать с китайским бизнесменом, неизвестно. Тем временем сама Айтматова пока не дает интервью и на вопросы журналистов в соцсетях не отвечает. Эджибек Бигалиева, Самат Алшбаев. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Давление на СМИ и гражданский сектор мы обсудим с экспертом. У нас в гостях адвокат Нурбек Токтакунов. Нурбек, здравствуйте. Сначала хочется спросить, как вы охарактеризуете методы ГКМБ, что человека в аэропорту Алматы задерживают вот таким способом? Вспомните, вот совсем недавно только наша страна выдала Муратбека Тунгишпаева, да, который также блогер, который сотрудничал с оппозиционной партией, с оппозиционной правящему режиму Назарбаева. И в данном случае их спецслужбы также делают нам услугу и позволяют задержать, значит, на территории спутника человека, который в данный момент Ширин Айтматова, она публично обозначила свои политические планы. Я думаю, это сотрудничество стран с авторитарными президентскими режимами.
А почему ГКМБ именно сейчас возбудил уголовное дело против мужа Ширины Айтматовой? Ровно в тот момент, когда она начала активно призывать власти бороться с коррупцией, хотя заявители обратились в органы еще в прошлом году, насколько я знаю. Ну, это уже не первый случай, потому что это уже ряд случаев, это уже типичные такие методы, что именно в момент, когда какая-то личность обозначает свои политические амбиции, начинает угрожать режиму, начинает обозначать свои планы. Недавно только Равшана Джеймбекова арестовали по сфальсифицированному заключению Государственной комиссии по койташским событиям. Я думаю, это просто типичные методы именно авторитарных режимов. Нурбек, вот вы и ваши близкие в последнее время также столкнулись с угрозами и нападками в свой адрес. Вы можете предположить или, может быть, знаете, кто это делает и с какой целью? Ну, я точно говорю, что непосредственно те угрозы, которые в мой адрес прозвучали по телефону, да, это, я считаю, что инициаторы этого именно спецслужбы, потому что звонят, не боясь того, что определят их номер, да, номер там оказывается каким-то несуществующим, и спецслужбы они вполне могут выявить, учитывая аппаратуру, которая у них стоит у всех операторов связи, да. То есть они имеют возможность выявить, но тем не менее они не боятся, угрожают, да. Я поэтому связываю это именно со спецслужбами. Мы видим похожие сценарии в отношении других активистов, правозащитников. Власти работают по определенной схеме или это просто такие какие-то совпадения? Ну, я думаю, там эти схемы достаточно топорные, и они все друг на друга похожи. Но я не думаю совпадений, потому что слишком много совпадений. Тут Равшан Джеймбеков, его арестовывают, тут спутник Ширины Айтматовой. Я не думаю, что это совпадение. Вообще, как активисты и оппоненты власти могут юридически противостоять такому давлению? Стоит ли писать заявление, обращаться в милицию? И возможно ли вообще в рамках нынешней ситуации защищаться в рамках закона? Ну, надо признать, что сейчас законы не работают, но тем не менее надо, я считаю, обязательно исчерпывать все возможности закона, фиксировать, потому что рано или поздно все эти материалы пригодятся, потому что, слава богу, у нас в Кыргызстане такой резко континентальный политический климат, да, сегодня, придет время, и сторонники этого преступного правящего режима, да, они тоже подвергнутся гонениям, им в тот момент эти все материалы и понадобятся. Да? И именно они сейчас заинтересованы в том, чтобы заработали по настоящему закону, но пока до ихнего сознания, ихнего уровня сознания не хватает для того, чтобы понять это. Да? Нурбек, скажите, пожалуйста, все равно официальные власти, даже президент и парламент в должной мере не отреагировали на журналистское расследование 3 редакций. Как вы можете это прокомментировать? Ну, как прокомментировать это тем, что, к сожалению, у нас сейчас законы не работают. Закон у нас один, президент, это на всем постсоветском пространстве практически, да, на всем централизатском регионе работают незаконно. Система сдержек и противовесов не работает. Работают политические интересы президентов. И мы видим такой избирательные подходы. Да. Есть такие дела по коррупции, да, где не выявляются никакие схемы, да, не выявляются активы, да, не доказывается существование устойчивых преступных группировок коррупционных. Да. И в то же время, когда журналисты дают все, пожалуйста, схемы, да, журналисты дают факты, да, и они бесконечно требуют еще и еще фактов. Да, понятно. Нурбек, вам большое спасибо за интервью. Вам всего доброго. До свидания. Официально в Таджикистане всего 19 бездомных, однако правозащитники уверены, что в каждом регионе страны их тысячи, их число растет с каждым днем. Независимый центр по правам человека подготовил ряд репортажей по каждому региону страны, о которых авторы рассказали, почему люди оказываются на улице. Нушурван Арипов продолжит. Крупные города Таджикистана уже несколько лет активно застраиваются, дороги расширяются, появляются новые парки. Но у этого, казалось бы, положительного явления есть и обратная сторона. Для того, чтобы все это построить, нужно сначала снести старые дома и переместить людей в другое место. Очень часто эти переселенцы оказываются на улице. Один из репортажей правового центра был снят в Хароге, единственном городе в горах Памира. Здесь носимое жилье оценивается по очень низкой стоимости. На денежную компенсацию ничего не купить, а
альтернативное жилье, выдаваемое властями, требует серьезных вложений. Годами люди не могут добиться через суды справедливой оплаты. Я обратился в прокуратуру, мне посоветовали обратиться в суд. Прошло уже 8-9 месяцев, но вопрос до сих пор не решен. Несмотря на то, что источник проблемы с переселением в стране один – урбанизация, везде есть свои нюансы. В Бохтаре, административном центре Хатлонской области, в связи с расширением в состав города включили несколько сел. Одно из них было заселено недавно. Люди построили дома и начали жить здесь менее 10 лет назад. Большинство не успели оформить документы на собственность. Но теперь их дома снесли, и жители не получили вообще ничего. Я уже месяц обиваю пороги кабинетов. Говорят, обращайтесь в судебном порядке. Больше всего бездомных таджикистанцев в самом быстро строящемся городе страны – Душанбе. На территории города Душанбе очень такие яркие моменты, когда затягивается строительство. Люди долгое время находятся на арендном жилье, и им оплата арендного жилья затягивается, не предоставляется. Люди съезжают с арендного одного жилья на другое жилье. Эти проблемы есть. Потом проблемы того, что проходят госприемки, но не сдаются тех условия по жизнеобеспечению этих домов. Многие дома, например, в одном из районов города Душанбе свыше 40 таких домов. По словам правозащитников, точных цифр по количеству людей, пострадавших в результате сноса старого жилья, по всей стране нет. Власти такие подсчеты не ведут или не разглашают статистику. А к юристам обращаются единицы. Таджикистанцы не верят в то, что могут добиться справедливости через суды, говорят адвокаты. Репортажи о проблемах с жильем должны это изменить и привлечь внимание к проблеме и людей, и власти страны, уверены в Центре правовой помощи. В рамках видеопроекта «Жилье. Основа жизни» мы попытались показать проблемы в 4 регионах Республики Таджикистан. Наши видеоролики вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Independent Center for Human Rights Protection. Проблему можно решить одним махом, говорят правозащитники, но для этого власти должны признать ее существование и оценить масштабы. Анушерлон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Смотрите далее в нашей программе. Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist. Тем временем узбекистанцы в числе лидеров по участию в лотерее на американскую грин-карту. Не обходится и без мошенничества. В прошлом году заявку для участия в розыгрыше оформили более 2 миллионов узбекистанцев. Это каждый 16-й житель страны и новый рекорд для самой густонаселенной страны Центральной Азии. Журнал The Economist объявил Узбекистан страной 2019 года. Издание считает, что в последние годы в стране произошли значительные реформы. Цитирую: «3 года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», говорится в материале. Авторы отмечают, что режим Ислама Каримова заставлял мужчин, женщин и детей трудиться на плантациях. Страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба. После смерти Каримова к власти пришел Мирзиёев. Его правительство в значительной степени прекратило принудительный труд, по мнению Economist. Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко. На этом фоне вот что еще интересно. Ежегодно американские власти проводят розыгрыш грин-карт. Победители лотереи, а это порядка 50 тысяч человек со всего мира, получают возможность эмигрировать в США. Розыгрыш грин-карт очень популярен в Узбекистане, причем больше всего победителей из Самарканда. Почему фортуна так благосклонна именно к жителям этого города, объяснит сейчас Гуль Гимбердиева. Ежегодно в розыгрыше американской грин-карты участвует около 14 миллионов человек со всего мира. По числу желающих эмигрировать в США с помощью выигрыша в лотерее, по данным 2018 года, первое место занимает африканская Гана, второе – Узбекистан. Именно о нем мы сейчас и поговорим. Грин-карта – популярная лотерея в Узбекистане. Например, только в прошлом году заявку для участия в розыгрыше оформили более 2 миллионов узбекистанцев. Это каждый 16-й житель страны и новый рекорд для самой густонаселенной страны Центральной Азии. Несмотря на большое количество заявок, грин-карты в Узбекистане выигрывают примерно 4,5 тысяч человек каждый год. Что интересно, более половины обладателей зеленых карт из этой страны – самаркандцы. Такую статистику в 2012 году приводил посол США в Ташкенте. Этот факт подтверждают и данные узбекской службы «Радио Свобода». Почему же так? Неужели самаркандцам чаще везет в лотереи? Дело в том, что каждый год на участие в грин-карте отправляются десятки тысяч анкет жителей Самарканда.
Причем многие из них могут и не подозревать о своем участии в розыгрыше. Радио «Зодлик» в 2014 году провело расследование. Оно тогда выявило, что в Самарканде действовали группы мошенников, которые покупали персональные данные граждан, украденных из государственных баз, чтобы в последующем оформлять на них заявки на грин-карту. Например, данные студентов местных вузов тайно продавались сотрудниками этих же образовательных учреждений. Информация об одном человеке могла стоить примерно 20 центов. А далее все просто. Если человек выигрывает в лотерею грин-карт, мошенники получают уникальный проверочный код, с которым нужно идти в консульство на интервью. Его и пытаются продать победителю. Цена могла дойти до 10 тысяч долларов за один номер. Такими махинациями одновременно могут заниматься множество компаний. Иногда данные одного человека при подаче заявок на грин-карту дублируются, а американская система лотереи дисквалифицирует повторяющиеся данные. Подобные аферы существуют почти во всех постсоветских странах. Самый большой показатель в Латвии. 30% из всех анкет бракуются. 14% для Молдовы и Кыргызстана, 8% для Беларуси. В целях борьбы с мошенниками Госдепартамент разрешил победителям лотереи проходить на следующий этап без указания проверочного кода. Но, по словам независимого журналиста из Самарканда Мирзо Субханова, ажиотаж не спал. Компании-мошенники в Узбекистане по-прежнему активно собирают данные людей. Посреднические фирмы оформляли несколько или порой десятка анкет на имя одного и того же человека путем изменения тех или иных букв в имени или фамилии, а также даты рождения. Этим и обуславливается большое количество анкет. И, конечно, количество анкет намного превышает количество самих участников из Узбекистана. В таком случае, если одна из анкет оказывается в числе победителей, то ее обладатель меняет паспорт, чтобы документ соответствовал указанным данным. Фиктивные браки – еще один популярный метод мошенничества, говорит журналист. Фирмы также продают информацию о семейно свободных мужчин и женщин, которые выиграли грин-карт. Например, если девушка незамужняя выиграла грин-карт, то буквально полгорода идет к ней свататься. Но также обстоят дела и с молодыми парнями, неженатыми. Если у выигравшего грин-карт человека нет денег, ему предлагают фиктивный брак, при этом все расходы возмещает вторая сторона. При этом составляются альбомы свадеб, которых в реальности никогда не было. Из-за активной миграции в США уже сформировалась целая диаспора самаркандцев. Многие из них отправляют деньги домой в Узбекистан. Там их родные проводят пышные торжества, покупают имущество. И все это служит живой рекламой лотереи «Грин-карт», в которую каждый год играют тысячи и тысячи узбекистанцев. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире. Я помню, когда я валялся дома, меня крутило, как шуруп, все руки, ноги выкручивало. И я тогда закричал: «Мама, какая скорая, это ты не понимаешь, меня ломает, я не болею, меня ломает». Вот она за голову схватилась: как, мой сын наркоман. В преддверии рождественских и новогодних праздников мы погуляем по старой части города Тбилиси, по проспекту Ахмашина Бейли. Я не перестаю удивляться. Ну, хотя бы вот этот дом, смотри, какая интересная красота. Архитектура, да. Здание. Вообще, в Тбилиси, знаешь, какое смещение